Сейчас все больше таких умельцев решается свое увлечение, хобби превратить в источник дохода. Дело это непростое, но вполне посильное. К тому же есть люди, которые научат и подскажут, и с чего начать, и как развиваться, и как выходить со своим товаром на другие регионы. Такой знающий человек сегодня у нас в студии. Заведующий отделом господдержки предпринимательства Центра поддержки и развития экономики Республики Коми Валентина Елфимова. Валентина Васильевна, здравствуйте. 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 Валентина Васильевна, расскажите нам, как часто предприниматели все-таки выезжают за пределы нашей республики? И вот насколько есть или отсутствует привычка вот к расширению рынка сбыта? В настоящее время не так часто, как бы этого хотелось. На протяжении уже ряда лет Министерством экономики Республики Коми возмещаются частично расходы по участию в возмещении выставочно-ярмарочных мероприятиях. То есть все предприниматели, которые занимаются производством своей продукции, имеют возможность показать себя, участвовать в выставках, ярмарках, как на республиканском уровне, так и на межрегиональном, даже международном. Причем мы возмещаем расходы не по одной ярмарке, а если субъект имеет возможность выехать, допустим, в 2-3, и расходы у него за год составляют где-то 200 тысяч, то 50% мы можем возместить. То есть возмещение бывает до 100 тысяч рублей в год. Правда ли, что существует, оказывается, такая мера господдержки, сейчас я прямо зачитаю, как возмещение затрат на страхование имущества, переданного в залог по микрокредитам? И пользуются ли вот такой возможностью наши предприниматели? Да, правда. Мы уже на протяжении 5 лет оказываем поддержку тем предпринимателям, которые получили микрозайм в акционерном обществе микрокредитная компания Республики Коми. Расходы возмещаются тем предпринимателям, которые получили микрозайм, а также уже подтвердили свое целевое использование и уже начали погашать частично этот микрозайм. А там в каком размере? Размер зависит страховка, да? Все зависит от расходов, понесенных на оценку и страхование имущества. И скажите, пожалуйста, вот те меры господдержки, о которых мы сегодня с вами говорим, они доступны всем субъектам малого бизнеса или есть какие-то определенные условия? Конечно, доступны всем, но, естественно, определены некоторые требования к субъектам малого и среднего предпринимательства. Субъект обязательно должен быть официально зарегистрирован, внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не иметь задолженности по налогам. А также немаловажно, что его сотрудники, работники должны быть официально трудоустроены. Республика теневой бизнес не поддерживает. Это хорошо. Да, спасибо большое вам за участие в нашей программе, что проинформировали тех, кто еще не знал. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам большое.